Все внимание в эти дни приковано к Санкт-Петербургу. Там сегодня стартовал Международный экономический форум. Это ведущая мировая площадка для деловых кругов. Приехали представители почти из 70 стран. Событие долгожданное. В прошлом году из-за пандемии форум отменили. Но и в этот раз тема коронавируса не осталась в стороне. После большого перерыва Питерский форум стал первым масштабным деловым событием в мире. Поэтому и главный его девиз «Снова вместе». Пандемия изменила абсолютно все сферы. Обсуждать экономику, новые реальности будут тысячи участников из разных стран. Вход в экспофорум только в маске и с отрицательным тестом на коронавирус. Из зала в зал практически без перерыва. Специальные импульсные установки стерилизуют помещения, а дистанционная термометрия и система распознавания лиц будут отслеживать участников с повышенной температурой. Наш Евгений Стокос все эти преграды прошел, весь день работает на форуме и сейчас готов выйти на прямую связь со студией. Евгений, вам слово. Евгения, здравствуйте. Да, действительно, мы находимся в Санкт-Петербурге. Я надеюсь, что у вас так же солнечно, как у нас здесь. У нас где-то около плюс 26. Вот за моей спиной в центре экспофорума и проходит Санкт-Петербургский международный экономический форум. В этом году он посвящен скорее последствиям пандемии, да, и вот постпандемийная повестка, она определяет как раз повестку форума. Очень сильно представлены наши регионы, в то время как обычно Международный экономический форум заточен на заключение международных контрактов, на международную экономическую интеграцию. В этом году больше, скажем так, предложений для бизнеса внутри страны, потому что основная задача государства, как мы с вами все прекрасно знаем, это восстановить прежде всего нашу национальную экономику. Вместе с тем международные договоры тоже будут. И сегодня, например, больших заключений договоров не будет, но будет весь день посвящен малому и среднему бизнесу, то есть как раз тому, что создает основу экономики в нашей стране. Например, для тех, кто заинтересован в наших муниципалитетах, здесь была сессия, которая так и обозначена «Малый и средний бизнес в развитии муниципальных образований». Эту сессию те представители муниципалитетов нашей республики, кто не смог лично поприсутствовать на форуме, смогут посмотреть позже в режиме онлайн. Все лекции и все программы форума будут доступны в течение следующих нескольких дней. Самый главный партнер форума в этом году – это Катар, такая страна в Африке, если вы не знаете. Можно провести параллель даже с когда-то Воркутой, потому что в Катаре практически 80% населения – это так называемые экспаты, люди, которые приезжают туда для того, чтобы заработать денег. Страна эта очень маленькая, очень богатая, и получить там гражданство практически невозможно, если вы там не родились. Поэтому Катар представляет сегодня свои основные предложения для нашей страны, для наших работодателей и для наших, собственно, граждан, которые готовы покинуть Россию, чтобы заработать денег. Ну, а я напомню, этот день сегодняшний посвящен именно малому и среднему бизнесу. Именно по нему больше всего прошлась пандемия коронавируса. Сегодня же были заключены первые соглашения между регионами и крупными компаниями. Вообще эта площадка очень часто используется именно как такая база для установления долгосрочных связей с экономической точки зрения. И наши регионы, которые обширно представлены на сегодняшнем форуме, вот заключают эти договоры, и мы тоже не останемся в стороне от этого. В любом случае, все события, которые будут происходить на форуме, а он будет продолжаться несколько дней, мы обязательно осветим. Я вам лично тоже очень много расскажу. И все, что касается Республики Коми и развития нашей экономики, вы тоже узнаете. Ну а на этом пока у меня все. Евгения, вам слово. Спасибо, Евгений. Напоминаю, что на прямой связи со студией был мой коллега Евгений Стокос. Ну а я хочу также добавить, что в Петербурге ждут глав крупнейших нефтяных гигантов, а также ведущей компании в мире в сфере энергетики. Всего будет представлено 1000 российских и иностранных предприятий. На уже 18:00 на форум прибудет глава Коми. Он проведет одно из первых соглашений. Подробнее об этом мы расскажем в нашем вечернем эфире.